Тимур Ухильевич Жалсараин, обычный сельский учитель географии. Жил и работал в селе Кусочи Могилевского района. Жил в обычном сельском доме, без особых удобств, впрочем, как и все сельчане. Дом и сегодня стоит посреди села, но живут в нем сегодня уже другие люди. Работал он в этой школе. Сегодня, когда его открытие в водораздельной точке стало достаточно известным, среди школьников проводятся конкурсы по лучшему знанию географии. Сейчас в нашей школе, в Кусочинской средней, который год проходят географические соревнования, в которых участвуют дети не только нашего округа, но и за ее пределами. Я имела счастье вообще очень хорошо и близко знать Тимура Ухиновича. В 1967 году я училась у него по географии в Улан-Удонской средней школе в 5-6 классе. У нас здесь как таковой средней школы не было. Мы выезжали на машинах и учились в Улан-Удонской средней школе. Ну и было еще время, когда в 10 классе мы жили в интернате в Улан-Удоне, и Тимур Ухинович у нас был даже воспитателем. Известно, что немецкий ученый Петер Паллас описал многие местности в Забайкалье. Он писал, что Яблоневый хребет отделяет Даурию от Сибири, также реки, текущие в Байкал и Лену от рек Амурских. Но простой сельский учитель географии утверждал, что на гребне Яблоневого хребта сходятся бассейны 3 величайших рек мира – Амура, Лены и Енисея. И это стало открытием, сделанным спустя век после исследований Палласа. Скромный сельский учитель Тимур Жалсараин опубликовал статью о своем открытии в газете «Забайкальский рабочий». С того дня прошло почти 30 лет, но только сегодня простым гражданам Забайкалья становится известно о водораздельной точке близ города Чита. Эту высоту сегодня называют горой Палласа, и отрадно, что связывают его с именем Тимура Ухиновича Жалсараина. В марте 2017 года здесь собрались краеведы, энтузиасты, экстремалы, в числе которых были и ученые с известными в Забайкалье именами, и открыли памятную табличку, где было высечено имя бурятского учителя географии Тимура Ухиновича Жалсараина. Но я зато приводил сюда дочку Тимура Ухиновича Светлану со школьниками. Мы пешком шли из Кадалы. Сюда поднялись пешком. Дело было летом. Тоже было идти нелегко, но дети преодолели этот путь. И обратно спустились тоже до самой Кадалы. Дальше сюда я приводил Атутову Наталью Антоновну, дочку старшую, очень ревностно защищающую честь, имя своего отца. Она после того побывала на Великом мировом водоразделе, там, где стыкуются бассейны 3 великих рек мира в Северной Америке. Представьте себе. Вот такие есть наследники у Тимура Ухиновича. Вторую водораздельную точку Тимур Ухинович вычислил, изучая обыкновенную географическую карту, и определил, что находится это место на самой границе Соединенных Штатов и Канады, на гребне скалистых гор. Этот стык находится между 3 океанами – Тихим, Атлантическим и Северным Ледовитым. Это место Жалсараин назвал стыком 3 океанов. Хоть и был он сыном степей, его пытливый ум и богатые знания географии вывели его в первооткрывателей.